Самое время подвести итоги онлайн-голосования в рамках реализации проекта формирования комфортной городской среды. В отборе участвовали 22 территории для благоустройства в следующем. Это скверы, парки, улицы, дворы. Оно проходило с 15 апреля по 31 мая на федеральной платформе Минстроя России «За город. Среда.ру». На голосование были выставлены в общей сложности 53 общественных территорий в 9 муниципальных образованиях республики. По количеству голосов победителей определили, 39 единиц будут благоустраивать в следующем году. Некоторые из них могу назвать. Это те, кто набрал наибольшее количество голосов. Например, в городе Сунжа это улица Менделеева до Семейного парка. В городе, в сельском поселении Сурхахина Приназрановского района, это улица Новая. Территории там в городах, районах бывает по 2, по 3. Проголосовать мог любой житель региона старше 14 лет. В рейтинговом онлайн-голосовании участвовали все 9 муниципальных образований. По выбору жителей в 2024 году благоустроят во всех городах республики, а также в сельских поселениях Акиюрт, Альгети, Яндри и Алхасты. Основные средства направляются на такие виды, как асфальтирование, озеленение территории, установка детских игровых спортивных площадок, разметка, если это там предусматривается парковка или автостоянка, мусорных урн. Такой вид благоустройства, за который голосовали граждане при выборе еще и дизайн проекта конкретной территории. В каждом городе, районе они разные. Там соответствующие архитектурные подходы разные. Конечно, лимит средств он ограничен. С учетом ограниченного лимита, там они умудряются провести эти работы на хорошем уровне. В этом году всего по республике в ходе голосования необходимо было набрать порядка 53 тысяч голосов. После подведения итогов количество набранных составило 55 422. А это значит, установленный в республике показатель достигнут и перевыполнен на 4,5%. Большая часть из которых была собрана благодаря волонтерам. Очень значимую роль нам оказывает Центр добровольчества в Республике Ингушетия. Руководитель Галаев Назир, ему отдельное спасибо. Большую львиную долю голосов мы собрали с их помощью, потому что они неустанно работали весь этот период с 15 апреля по 31 мая. Общались с нашими гражданами, с встречными гражданами, кого встречали на улицах. Они общались с нашими старшеклассниками, студентами. Они много где побывали. Благодаря им популяризация этого проекта получила большой успех. За последние 4 года в республике успешно реализуется проект формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Так благоустроено более 140 общественных территорий в 9 муниципальных образованиях региона. В текущем году в рамках нацпроекта также благоустраиваются 22 общественные территории. На это обеспечено финансирование в размере 138 миллионов рублей. 99% средств – это объем федеральной субсидии с федерального центра. Работы по благоустройству у нас уже ведутся. В этом году все контракты заключены в установленный срок до 1 апреля. Срок завершения работ до 1 декабря. Но при этом мы ожидаем, что работы по благоустройству будут завершены в некоторых муниципальных образованиях досрочно. Также в рамках федерального проекта в этом году в республике провели республиканский общественный субботник, к которому присоединились все районы и города Ингушетии. На уборку улиц, парков и скверов вышли представители администрации города, коммунальщики, общественники, школьники и студенты. Хава Гагиева, Абдуллах Алухоев. Новости 24.